Что касается ясновидения, опять-таки, такое явление реальное, но часто люди не понимают это и не умеют пользоваться. Часто очень, понимаете? Потому что, как вам объяснить? К примеру, можно даже, я просто, наверное, приведу пример, вот, свои примеры, которые я знаю точно, что это наиболее удобно, потому что это мои данные, и я могу говорить о том, что, по крайней мере, они достоверны, с моей точки зрения. Так вот, что такое ясновидение? Во-первых, вы понимаете, что для того, чтобы ясновидение, нужно сказать, что такое видение вообще, в двух словах. Потому что то объяснение, которое нам дает современная наука, к сожалению, никуда не годится. Потому что когда совмещают физику и медицины, биологии, когда биология не понимает физику, а физика не понимает биологию, получается нонсенс. Как говорят, вот, типа, отражение света попадает на сетчатку глазного дна, проецируется, и тем более на затылочную зону, которая у нас здесь находится, оптические зоны здесь и височные, возникает изображение объекта, как на фотоаппарате. Так? Так. Это современный учебник говорится, правильно? Нет, совершенно не так. Потому что, если кто-то хотя бы на секундочку задумался, то понял, что да, свет отраженный падает на сетчатку, все. А что происходит в колбочках и палочках нашего глаза? Что происходит? Фотоны света поглощаются, они преобразуются во что? Ионы коды. То есть появляются в клетках, которые приняли фотон, чуть несколько лишних ионов, или несколько ионов исчезает. И вот это биохимическое изменение передается по отростку нейрона аксона, сам аксон. То есть в результате такого светового воздействия на глаза каждый нейрон оптической коры, здесь или височный, что получает? Изменяется количество ионов в каждом из нейронов оптической зоны. Так что получается, число ионов и есть картинка? Нет. А что же мы же видим, да? Это факт. Так что получается? Это не отражение. Нет, не отражение, это наш мозг воссоздает реальность, голограмму реальности по тому коду, который получает через глаза. Наш мозг это объемную голограмму, которая, если человек психически нормальный, и на мозг находится, она соответствует другим ощущениям. Я вижу, что здесь он есть на месте. В некоторых экспериментах, которые я проводил, я просто смещал человека в бетонном состоянии определенное, где находится реальность. И человек, вместо того, чтобы уйти здесь, он ушел в другое место. То есть его голограмма, мозг, создавал голограмму в другом месте. Или вообще можно было убирать, что он человек ничего не видел, и создавать то, что там не было. Человек это видел, и не только видел, ощущал и взаимодействовал, потому что он смещен в качество другое и действует. Вопрос, для того, чтобы правильно понять, что такое ясновидение, нужно сначала правильно понимать, что такое видение, зрение. И второе, опять-таки понимать, что такое, если говорить уже ясное видение. То есть ясное это то, что заходит за границы обычного видения. Но опять-таки, при том же самом ясном видении видят не глаза, а мозг, вы понимаете, так? Только в данном случае, если вы ясное видение, если обычное видение, информация поступает через глаза, то есть наши рецепторы, колбочки, палочки, реагируют на фотоны, которые приводят к изменению ионного состояния внутри нейронов, и мозг создает голограмму, то при ясном видении происходит то же самое, только информация, ионный код меняется непосредственно в самих зонах коры головного мозга, напрямую. То есть, вроде бы ничего здесь нет, немножко ничего, вроде бы для всех остальных ничего нет, а этот человек что-то видит. Значит, у него крыша поехала, да? Хорошо поехала, да? Я просто говорю, что вот состояние белой горячки, всем известно, наверное, да? Ну, слышали? Известно, я иначе испытывал определенные вещи. А может, кто испытывал, кто-то был? Я лично никогда не пил, поэтому не могу в этом состоянии. Но изучал, так? Так вот, состояние белой горячки, все люди, не зависит, когда это было, сегодня, вчера, 1000 лет назад, какой религию человек верит,
где он был, какой народ и так далее. Видит практически одно и то же, правильно? Вопрос. А? Ну, существ разных. Вымышленные, называют астральные животные, но правильно называть, неправильное название астральных животных, это сущности вымышленных животных. Когда они вымерли, то есть у них нет физических носителей, а их сущности адаптируются к паразитическому образу жизни. И продолжают существовать за счет паразитизма. Вот когда человек доходит до сильно белой горячки, у него разрушается полностью защитная оболочка, и он становится хорошей пищей для вот таких существ. И естественно, когда они начали кушать, он охереет в момент. Так вот, независимо, когда происходят такие вещи, какое образование, культура, во что верит человек и так далее, все они видели одно и то же. Вопрос, понять, что такое сумасшествие? Это неадекватная реакция на реальность, правильно? Теперь, это по понятию психологии и так далее. Тогда что получается? Да, не видит один человек, а другой нормально видит. Значит, того неадекватная реакция, правильно? И да, и нет. Потому что когда миллионы людей за всю историю видели в том числе одно и то же, это не может быть сумасшествие. Потому что сумасшествие кажется у вас по-своему. А если каждый видит одно и то же, в том числе, значит, это не сумасшествие. То же самое в состоянии клинической смерти, как все говорят, вот, объясняют, что в состоянии клинической смерти, в момент остановки сердца, прекращается поступление кислорода в мозг, в результате этого кислородное голодание мозга, и мозг создает нам приятное видение, что нам было легче подыхать, да? Так описывают. Тот нам не грустно было, тот мы сейчас помрем. И все, чтобы вот мозг знает, что нам нужно утешить нас, да? Что сделано приятное, хорошее, чтобы мы умирали легче, более легко на душе. Но вопрос, если ставить на позицию, как мозг может знать, что нам приятный момент смерти, если все умирали в галлюцинациях, правильно? Как мозг передает одному мозгу человеку другому? Странно, да? И второе, опять-таки, независимо от религии, когда это, где, в прошлом, сегодняшнем, люди в состоянии клинической смерти ощущают, проходят через одни и те же процессы. Означает, что это галлюцинация? Нет. Это реальный процесс. Знаете, что если современная наука не хочет или не может дать ответ, знаете, что это не существует? Нет. А современная наука может дать такое, что такое жизнь? Нет. А объяснить зарождение жизни современная наука не может. Хотя это очевидный факт, правильно? Если она не может объяснить это, значит что? Не имеет права говорить о том, что может и не может, потому что не является экспертом в том явлении, что такое является живая материя. Вот и все.